За 9 дней до того, как великий писатель Чингис Айтматов покинул этот мир, в его палату в немецкой клинике поздним вечером вошел человек, которого никто не регистрировал. Существовал негласный список из 7 имен, имевших право на так называемые «невидимые визиты». Дипломаты высшего ранга, представители президентских администраций 2 государств, 1 религиозный лидер. Медсестра, дежурившая на этаже той июньской ночью 2008 года, слышала голоса за закрытой дверью. Сначала тихие, почти шепот, затем все громче, пока не превратились в нечто, что она позже опишет как отчаянную мольбу умирающего человека. Когда посетитель покинул палату через служебный выход, минуя основные коридоры, писатель лежал с открытыми глазами, устремленными в потолок, и по его щекам текли слезы. На прикроватном столике лежал конверт из плотной желтой бумаги с красной сургучной печатью. Такие использовали в советских архивах для документов особой важности. Утром этого конверта уже не было, что узнал Айтматов в ту ночь. И почему след этого разговора исчез так же бесследно, как исчезает память у Манкурта, того самого раба без прошлого, которого он описал в своем самом пророческом романе. Публичный Айтматов был символом 2 культур, мостом между Востоком и Западом, писателем, чьи книги переводили на 150 языков мира. Его принимали в Кремле и Белом доме. Его портреты висели в школах от Бишкека до Москвы. Его цитировали президенты и философы. Человек, создавший образ Манкурта, раба, лишенного памяти о своих корнях, сам казался воплощением обратного. Живой памятью народа, хранителем легенд, голосом степей. Но существовал другой Айтматов, тот, кого видели лишь немногие. В последние 5 лет жизни он все чаще просыпался среди ночи в холодном поту, как рассказывала его жена Мария Урматовна близким друзьям. Он видел сны, в которых его родная Киргизия превращалась в пустыню, где люди бродили с пустыми глазами, не узнавая друг друга, не помня имен своих предков. В этих снах он слышал голос Найман Аны, той легендарной матери из его романа, что пыталась вернуть память своему сыну Манкурту и погибла от его стрелы. «Ты предупредил их, но они не услышали», — говорила она во сне. «Теперь слишком поздно». Айтматов просыпался и записывал эти сны в толстую тетрадь в кожаном переплете, которую всегда держал при себе. После его смерти эту тетрадь искали во всех его кабинетах — в Бишкеке, в Брюсселе, где он служил послом, в московской квартире. Она исчезла так же таинственно, как и желтый конверт из больничной палаты. Приватный Айтматов последних лет — это человек, одержимый одной мыслью. Его главное произведение, легенда о Манкурте из романа «И дольше века длится день», было не просто художественным вымыслом. Он говорил об этом лишь в узком кругу, выбирая слова осторожно, словно боялся, что его поймут слишком буквально. Или наоборот, не поймут вовсе. В 1980 году, когда роман вышел в свет, Советский Союз казался вечным, а Киргизская ССР — неотъемлемой его частью. Легенда о жуань-жуанах, которые превращали пленников в манкуртов, надевая им на бритую голову высушенную шкуру верблюда, читалась как предостережение о том, как тоталитаризм стирает историческую память. Но Айтматов вкладывал в нее нечто большее. Он видел в Манкурте архетип будущего, предупреждение о том, что может случиться с целым народом, если он добровольно откажется от своих корней. Коллеги-писатели вспоминали, как в 2003 году на литературной конференции в Москве Айтматов вдруг прервал свой доклад и сказал фразу, которая повисла в зале тяжелым молчанием. «Манкурт не знает, что он Манкурт. В этом его главная трагедия и главная опасность. Когда целый народ станет манкуртами, кто скажет им об этом?» Зал аплодировал, думая, что это метафора. Но те, кто знал писателя близко, видели его побелевшие костяшки пальцев, сжимавших края трибуны. Семья Айтматова молчала о многом. Они знали о ночных кошмарах, о тетради со снами, о странных визитерах, которые приходили все чаще по мере того, как здоровье писателя ухудшалось. Они знали о письмах, которые он получал из Киргизии, анонимных, написанных старческим почерком на пожелтевшей бумаге, в которых какие-то люди из горных аулов умоляли его рассказать правду, пока не поздно.
Правду о чем? Письма не уточняли, словно предполагалось, что Айтматов и так все знает. Его жена вспоминала, как однажды в 2007 году он сидел у окна своего кабинета в Брюсселе, глядя на дождь, и сказал тихо, почти себе под нос: «Я дал им ключ, но они не понимают, к какой двери он подходит». Когда она спросила, о каких ключах идет речь, он только покачал головой и попросил оставить его одного. Дети знали, что их отец в последний год жизни несколько раз встречался с человеком, которого они описывали как старого киргиза в традиционном колпаке, приезжавшего из Бишкека. После каждой такой встречи Айтматов выглядел опустошенным и еще более замкнутым. Что обсуждали эти двое, семья не знала. Но после последней встречи, за 3 месяца до смерти писателя, старик ушел со словами, которые запомнились всем присутствовавшим. «Значит, вы решили промолчать даже сейчас, учитель? Тогда да хранит вас Тенгри, но детям нашим не будет прощения». Айтматов сидел у окна еще долго после этого визита, не зажигая света, пока комната не погрузилась в полную темноту. Мария Урматовна нашла странный документ только через год после смерти мужа, когда разбирала его архив для передачи в музей. Это была ксерокопия старинной рукописи, датированной концом XIX века на киргизском языке, со множеством пометок рукой Айтматова на полях. Рукопись описывала некий древний обряд, который практиковали шаманы в горах Алатоо. Обряд прозрения перед смертью, когда умирающему старейшине открывалось будущее его рода на 3 поколения вперед. Айтматов подчеркнул одну фразу красным карандашом: «Если увиденное невыносимо, старейшина может выбрать молчание, но тогда проклятие падет не на него, а на тех, кто останется в неведении». На последней странице ксерокопии было написано неразборчивым почерком на русском: 2026. Последний год. Почерк мог быть почерком Айтматова, а мог и не быть. Больше ничего. Ни объяснений, ни контекста. Жена не понимала, что это значит. Бред умирающего? Код? Или действительно видение? Она хотела выбросить эту страницу, но что-то остановило ее. Она положила документ в отдельную папку, которую назвала «личное», не для архива. Можно ли доверять видениям умирающего человека? И если легенда о Манкурте была для Айтматова чем-то большим, чем литература, если он действительно видел будущее своего народа, что именно он увидел такого, что заставило его выбрать молчание? Личный врач Айтматова, доктор Клаус Мюллер из клиники города Нюрнберга, спустя 3 года после смерти писателя дал единственное интервью местной немецкой газете, которое почти никто не заметил. Он рассказал, что в последние недели жизни его пациент отказывался от обезболивающих, хотя боли были нестерпимыми. «Он говорил, что должен оставаться в ясном сознании», — вспоминал доктор Мюллер, «что ему нужно что-то важное завершить». Когда врач спросил, что именно, Айтматов ответил: «Я пытаюсь понять, имею ли я право молчать». Эта фраза осталась загадкой для немецкого доктора. Но она приобретает другой смысл, если знать о ночном визитёре, о желтом конверте, о странной рукописи с датой 2026. Медицинские записи показывают, что в последнюю неделю жизни Айтматова его температура и давление были стабильны, но энцефалограмма показывала необычную активность мозга в ночные часы, как будто он видел яркие, насыщенные сновидения. Доктор Мюллер отметил это как любопытную аномалию в истории болезни. В ночь с 9 на 10 июня 2008 года, за несколько часов до того, как состояние Айтматова резко ухудшилось и стало необратимым, медсестра застала его сидящим в постели с открытыми глазами, смотрящим прямо перед собой. Она спросила, не нужна ли помощь. Айтматов медленно повернул к ней голову и сказал по-русски, очень отчетливо: «Найман Анна тоже думала, что ее сын вспомнит, но Манкурт убивает даже мать». Потом он закрыл глаза и больше не просыпался. Список лекарств, которые заказывались для Айтматова в последние месяцы его жизни, хранится в архиве клиники и доступен только по специальному запросу. Один киргизский журналист, работавший над биографией писателя в 2015 году, получил доступ к этим документам и обнаружил странную деталь.
Среди стандартных препаратов для лечения почечной недостаточности значились несколько наименований, которые не имели отношения к основному заболеванию. Это были лекарства для лечения острых психических состояний, галлюцинаций, навязчивых видений, параноидальных расстройств. Когда журналист попытался уточнить у немецких врачей, зачем они были нужны, получил уклончивый ответ. Терминальные пациенты иногда испытывают психологический дискомфорт. Но дозировки этих препаратов, указанные в документах, соответствовали не легкому дискомфорту, а тяжелым психотическим эпизодам. Айтматов видел что-то такое в своих последних снах, что заставляло немецких врачей прибегать к психиатрическим средствам, или наоборот, он отказывался их принимать, потому что считал свои видения не болезнью, а даром, последним посланием, которое он не успел расшифровать до конца. В медицинской карте есть запись от 7 июня. Пациент настаивает, что его сны — не галлюцинации. Утверждает, что видит будущее родной страны. Отказывается от седативных препаратов. Немецкие врачи сочли это проявлением деменции. Но что, если старый писатель был прав, и его отказ от забвения, от медикаментозного стирания последних видений был его последним сопротивлением превращению в манкурта, которого он так боялся? Киргизия после смерти Айтматова прошла через 2 кровавых переворота в 2005 и 2010 годах. Страна, которую он так любил, превратилась в арену борьбы кланов, где культура и память стали разменной монетой в играх новых властей. Молодежь в Бишкеке все чаще говорит только по-русски, забывая родной язык. Старики в аулах жалуются, что внуки не знают имен своих прадедов, те самые 7 поколений, которые киргизы традиционно должны были помнить наизусть. В школах изучают упрощенную версию легенды о Манкурте, очищенную от ее зловещего смысла, превращенную в поучительную сказку о важности образования. Музей Айтматова в Бишкеке существует на скудные государственные дотации. Его посещают в основном иностранные туристы. А среди простых людей, в базарных разговорах, на поминках, все чаще звучит странное слово — манкуртизация. Так называют процесс, который происходит со страной, когда связь с прошлым рвется не насильственно, как в романе, а добровольно, из-за равнодушия. Айтматов предупреждал об этом, но предупреждения прочитали как литературу, а не как пророчество. Кому было выгодно, чтобы последнее послание Айтматова никогда не дошло до народа? После его смерти один человек получил контроль над литературным наследием писателя, право решать, какие архивы публиковать, а какие держать закрытыми. Этот человек, назовем его Н, был известен в киргизской политике как прагматик, чуждый сентиментальности. Именно он настоял, чтобы спорные дневники Айтматова, те самые записи снов за последние 5 лет, были переданы не в музей, а в президентский архив с грифом «для служебного пользования». Официальная причина — во избежание неверных интерпретаций и спекуляций. Но за этой формулировкой скрывалось нечто другое. Н принадлежал к поколению новых киргизских элит, для которых разговоры о национальной идентичности и исторической памяти были помехой. Ему нужна была современная, прагматичная страна, интегрированная в глобальную экономику, где молодежь говорит на английском и думает категориями бизнеса, а не легенд. Образ Манкурта, поднятый на щит, мог стать знаменем протеста против такой политики. Айтматов мертвый, превращенный в символ на банкнотах и названиях улиц, был удобен. Айтматов живой, со своими дневниками и пророчествами — нет. После закрытия архивов 3 человека из ближнего окружения писателя — литературовед, переводчица и дальний родственник — пытались добиться их публикации. Все 3 в течение 2 лет столкнулись с серьезными проблемами. Литературовед потерял должность в университете из-за сокращения штата. Переводчица уехала в Казахстан после того, как в ее квартире произошел загадочный пожар, уничтоживший личные копии переписки с Айтматовым. Родственник замолчал после того, как его взрослый сын был задержан по обвинению в мелком мошенничестве. Обвинение сняли через месяц, но урок был усвоен. Случайности? Или методичная зачистка тех, кто мог обнародовать неудобную правду? В Киргизии, где власть и бизнес переплетены теснее, чем корни деревьев в горном лесу,
Такие совпадения читаются как послание. Молчи и живи спокойно. Задавай вопросы и столкнешься с последствиями. Система работает бесшумно, почти вежливо, но эффективно. Именно так создаются манкурты. Не через пытки верблюжьей шкурой, а через страх, через усталость, через понимание, что сопротивление бессмысленно. Экономическая выгода от забвения была очевидна для тех, кто смотрел на Киргизию как на ресурс. Китай вкладывал миллиарды в инфраструктурные проекты, скупая горнодобывающие предприятия, строя дороги, прокладывая трубопроводы. Для этих инвестиций нужна была стабильность и предсказуемость, а не нация, одержимая вопросами идентичности и исторической справедливости. Россия, с другой стороны, держала в стране военную базу и рассматривала Киргизию как буферную зону в большой игре. Ей тоже не нужны были неудобные вопросы о колониальном прошлом и манкуртизации, которые поднимал Айтматов. А местные элиты, владевшие активами от золотых рудников до торговых сетей, извлекали выгоду из статус-кво, где народ больше заботился о выживании, чем о корнях. Айтматов — пророк, предупреждавший о национальной катастрофе к 2026 году, был угрозой этой системе. Айтматов — классик на школьных стендах? Нет. Вот почему его архивы закрыты. Вот почему желтый конверт исчез. Вот почему тетрадь со снами не найдена до сих пор. Существует человек, который знает больше, чем говорит. Тот самый старик в традиционном колпаке, последним навестивший Айтматова в Брюсселе. Журналисты пытались разыскать его, но столкнулись с глухой стеной молчания. В горных аулах его помнят как Акына-хранителя. Человека, знавшего тысячи строк устного эпоса, включая те варианты легенд, которые никогда не записывались. Говорят, он был учителем Айтматова в молодости. Человеком, от которого писатель узнал саму историю о манкуртах задолго до того, как написал роман. Если это правда, то именно этот человек — ключ к пониманию того, что Айтматов хотел сказать в конце. Но старик не дает интервью и не принимает визитеров. Единственное, что просочилось через третьих лиц, он ждет 2026 года. «Тогда все станет ясно», — якобы сказал он. «Либо учитель ошибался, либо мы все увидим правду, от которой нельзя будет отвернуться». Но к 2026 году осталось совсем немного, и страх начинает просачиваться сквозь скептицизм. А что, если великий писатель действительно видел нечто? Что, если его молчание было не слабостью, а милосердием, пониманием, что некоторые истины слишком разрушительны, чтобы говорить их вслух? И главное, если Киргизия должна исчезнуть к 2026 году, как предсказывал Айтматов, то как именно это произойдет? Через войну? Через поглощение соседними державами или через окончательную манкуртизацию, когда киргизов физически будет столько же, сколько сейчас, но они перестанут быть киргизами в каком-либо значимом смысле этого слова? До последней минуты я верил, что мы просто записываем легенды предков и ничего больше. Так говорит сегодня Асан Джумабаев, бывший ассистент Айтматова, человек, который провел рядом с писателем последние 7 лет его жизни, сопровождая его в поездках, разбирая корреспонденцию, записывая за ним мысли, которые великий старик диктовал по ночам, когда не мог уснуть. Асан сидит в маленькой квартире на окраине Бишкека. Руки все еще дрожат спустя 16 лет после смерти учителя. И в его глазах читается то, что невозможно подделать. Страх человека, узнавшего слишком много. Он соглашается говорить впервые, потому что, как он объясняет тихим голосом, срок молчания истекает. 2026 год приближается, и если то, что предсказывал Айтматов, правда, то молчание больше не защитит никого. Ни его самого, ни страну, которую они оба любили. Его свидетельство открывает дверь в мир, о котором не подозревали даже близкие родственники писателя. Последние годы Чингиза Айтматова были не просто угасанием гения, а напряженной внутренней борьбой между долгом сказать правду и страхом разрушить последнюю надежду народа. Асан рассказывает, как в 2006 году Айтматов впервые заговорил о втором слое легенды о манкуртах, о том, что настоящая история, которую он слышал от старых акынов в молодости, была страшнее той, что попала в роман. В оригинальной версии, хранившейся в устной традиции горных киргизов,
Манкурта создавали не только для того, чтобы получить идеального раба, но и для другой, более зловещей цели. Существовало поверье, что Манкурт, лишенный памяти о предках, становился живым проводником для темных сил, своего рода антенной, через которую проклятия могли входить в мир живых. Когда в племени появлялся Манкурт, беды начинались не сразу. Сначала люди просто забывали имена дедов, потом переставали понимать старые песни, затем начинали ссориться из-за пустяков, пока, наконец, весь род не распадался, словно сгнившая веревка. Айтматов не включил эту часть в роман, потому что в 1980 году советская цензура никогда не пропустила бы текст с такой откровенной мистикой. Но он записал ее в отдельную тетрадь, ту самую, которая исчезла после его смерти. Айтматов говорил Асану, что понял страшную вещь только к старости. Он сам, написав легенду о Манкурте и сделав ее знаменитой, мог невольно запустить процесс, который пытался предотвратить. Когда миллионы людей читают о манкуртизации, обсуждают ее, спорят о том, кто в обществе Манкурт, а кто нет, сама эта идея начинает материализовываться, превращаться из метафоры в реальность. Писатель называл это проклятием пророка. Предсказав беду, ты помогаешь ей сбыться, потому что твое предсказание меняет поведение людей. Асан помнит, как однажды они сидели в кабинете брюссельского посольства, и Айтматов смотрел на портрет киргизских гор на стене и говорил так тихо, что приходилось напрягаться, чтобы расслышать. Что, если я не предупредил их, а приговорил? Что, если единственный способ избежать судьбы Манкурта — это вообще никогда не слышать о ней? Асан не знал, что ответить. Он только видел, как старик стареет не по дням, а по часам, словно сама эта мысль высасывала из него последние силы. В последний год жизни Айтматова их отношения изменились. Из ассистента и учителя они превратились в нечто похожее на духовника и кающегося. Айтматов начал рассказывать Асану вещи, которые раньше держал в секрете. О снах, в которых он видел Киргизию 2026 года. В этих снах столица страны стояла на месте, здания были те же, люди ходили по тем же улицам. Но когда он пытался заговорить с ними по-киргизски, они смотрели на него непонимающе, словно он говорил на мертвом языке. В одном сне он зашел в книжный магазин и обнаружил, что все книги на киргизском языке исчезли. Их заменили переводы с китайского и русского, и когда он спросил продавца, где киргизская литература, тот искренне удивился. «А разве у нас была такая?» Айтматов просыпался в холодном поту и записывал эти сны в тетрадь, а Асан видел, как рука учителя дрожит, выводя строчки. Особенно запомнился один сон, который Айтматов пересказал в подробностях. Он шел по базару в Оше, и все торговцы говорили на разных языках — на узбекском, на русском, на китайском, на английском, но только не на киргизском. И когда он попытался спросить, почему так, один старик ответил ему с усмешкой: «Зачем нам язык без будущего? Мы же не музей». Асан вспоминает момент, который заставил его понять, что речь идет не просто о литературе или национализме, а о чем-то более глубоком, о самой ткани реальности, которая истончается и рвется. Это было за полгода до смерти писателя, во время одной из последних поездок в Киргизию. Они поднялись в горы к озеру Иссык-Куль, и Айтматов попросил Асана отвезти его к одному конкретному месту, к древнему захоронению, которое местные называли «могила Акына». По легенде, там был похоронен великий сказитель, живший 7 столетий назад, и это место считалось священным. Когда они пришли туда, Айтматов долго стоял молча. Потом вдруг опустился на колени и приложил ухо к земле, как делали старые киргизские шаманы, пытаясь услышать голоса предков. Асан стоял в стороне, не решаясь помешать. Через несколько минут Айтматов поднялся, и Асан увидел на его лице такое выражение ужаса, что сердце ёкнуло. «Я ничего не услышал», — сказал писатель. «Пустота. Там, где должны быть голоса 7 поколений, только пустота». Обратный путь они проделали в полном молчании. Вечером Айтматов сказал только одно: «Разрыв уже произошел. Мы только не видим его еще.
потому что смотрим не в ту сторону. После этой поездки Айтматов стал другим. Тише, отрешеннее, словно принял окончательное решение о чем-то важном. Он перестал диктовать мемуары, над которыми работал несколько лет. Он попросил Асана уничтожить некоторые черновики, статьи о будущем киргизской культуры, которые звучали теперь, по его словам, как наивные молитвы покойника. Он написал несколько писем близким друзьям, но запрещал отправлять их. Говорил, что они должны быть вскрыты только после 2026 года, и только если страна к тому времени еще будет существовать. Асан спросил тогда напрямую: «Учитель, вы действительно верите, что Киргизия исчезнет через 20 лет?» Айтматов посмотрел на него долгим взглядом и ответил уклончиво: «Исчезнуть можно по-разному. Можно физически стереть с карты, а можно оставить территорию, но убить душу. Второе хуже, потому что люди даже не поймут, что умерли». Это был последний разговор между ними о пророчестве. Через месяц Айтматов улетел в Германию на лечение, из которого уже не вернулся. Асан Джумабаев до сих пор хранит один предмет, который Айтматов передал ему перед отъездом в клинику. Небольшой железный ключ от старого сундука, обернутый в лоскут красной ткани. «Если со мной что-то случится, — сказал тогда писатель, — этот ключ откроет правду. Но используй его только если увидишь знаки». Асан спросил, какие знаки. Айтматов ответил загадочно: «Ты узнаешь, когда люди начнут забывать имена своих дедов, когда родной язык станет казаться чужим даже тем, кто на нем родился, когда прошлое превратится в товар для туристов. Тогда иди в дом-музей в Шикере, найди сундук под половицей в старой комнате и открой его». С тех пор Асан носит этот ключ на шее под рубашкой, как амулет. Он еще не использовал его, потому что, как он говорит, боится того, что найдет. Но с каждым годом знаки становятся все яснее. Молодежь в Бишкеке действительно не знает 7 поколений предков, киргизский язык вытесняется русским даже в деревнях, а история народа преподается в школах как скучный список дат, лишенный смысла и души. А сам все чаще думает о том сундуке. Он знает, что внутри может лежать та самая пропавшая тетрадь со снами Айтматова или что-то еще более страшное. Но пока он молчит, потому что страх оказаться правым сильнее желания узнать правду. Как долго можно жить в этом молчании, когда каждый день приближает 2026 год? И если Айтматов был прав, то что именно мы найдем, когда, наконец, откроем его последнее послание? Предупреждение или приговор, от которого уже не убежать? Существовало место, куда Айтматов ездил один, без сопровождения, без ассистентов, даже без семьи. Небольшой домик в горах Алатоо, который те, кто знал о нем, называли «кабинетом правды». Местные жители считали это место проклятым. По легенде, там несколько веков назад казнили шамана, предсказавшего падение киргизского каганата, и с тех пор земля помнит прошлое и иногда в особые ночи показывает будущее тем, кто осмелится остаться там один. Дом построили еще при СССР для писательских резиденций, и после распада Союза он чудом уцелел. Возможно, именно потому, что к нему вела лишь одна разбитая дорога, и люди обходили его стороной. Айтматов начал ездить в этот домик в 2003 году, после первого инсульта, когда врачи сказали, что времени у него остается не так много. Он приезжал туда каждые несколько месяцев, обычно осенью или зимой, когда горы пустели, и вероятность встретить кого-то была близка к нулю. Оставался на 2-3 ночи, иногда на неделю. Возвращался молчаливым, с потемневшим лицом, с глубокими тенями под глазами, словно не спал все это время. Семья знала о существовании домика, но Айтматов просил не беспокоить его там, говорил, что это его способ справляться с болезнью, медитировать, быть наедине с горами и с самим собой. Только однажды, в 2007 году, его жена Мария приехала туда неожиданно, испугавшись, что связь пропала на 4 дня подряд. То, что она увидела, напугало ее больше, чем можно описать словами. Дом внутри был завешан листами бумаги, исписанными от руки, склеенными скотчем, приколотыми кнопками к стенам, к потолку, даже к полу. Текст шел по спирали, кругами,
Слова сливались в какие-то схемы, от которых рябило в глазах. Мария не сразу поняла, что это — рукопись, дневник или что-то другое. Присмотревшись, она разглядела даты. Все они относились к будущему. 2010. Второй переворот. 2014. Экономический кризис. 2018. Исход молодежи. 2022. Последний носитель языка умирает в Южном ауле. 2026. Дальше шли символы, которые она не понимала. Киргизские руны, которые давно вышли из употребления, смешанные с арабской вязью и какими-то другими знаками. В центре одной из стен висел большой лист с картой Киргизии, но странный. Границы были размыты, некоторые города зачеркнуты красным, а там, где должен был быть Бишкек, стояла только точка с надписью «Пустота». Айтматов сидел посреди этого бумажного хаоса на полу, скрестив ноги, и смотрел в одну точку. Он не сразу заметил жену. Только когда она окликнула его по имени, вздрогнул и обернулся. На его лице было выражение, которое Мария позже опишет так, будто он только что вернулся из ада и не может до конца поверить, что выбрался. Он попросил ее уехать. Не грубо, не зло, но с такой настойчивостью, что спорить было невозможно. Сказал только одно: «Я пытаюсь понять структуру. Если я пойму структуру, может быть, удастся найти выход». Мария уехала потрясённая. Через 3 дня Айтматов вернулся домой сам, уничтожив все бумаги в домике. Сжег их в железной бочке, как рассказал потом сторож из ближайшего аула. От того бумажного архипелага не осталось ничего, кроме пепла. Айтматов никогда больше не говорил об этом ни с женой, ни с кем-либо еще. Но поездки в домик продолжались вплоть до последних месяцев, когда болезнь уже не позволяла ему путешествовать. После смерти писателя несколько человек пытались попасть в тот дом. Один журналист добрался туда в 2009 году и нашел внутри только голые стены, пустые комнаты и странный запах. Сладковатый, будто от ладана, хотя никаких следов горения не было. Он сделал несколько фотографий, но на всех снимках проявлялись странные засветы и размытости, делавшие их непригодными для публикации. Местный проводник, который привел журналиста, отказался войти внутрь, сказал, что место неправильное и что ему снились дурные сны после того, как он в первый раз поднимался туда. В 2012 году группа литературоведов хотела организовать там мемориальную выставку, но натолкнулась на бюрократические препятствия. Оказалось, что дом числится в какой-то спорной собственности, документы утеряны, власти не могут решить, кому он принадлежит. Проект заморозили. В 2015-м домик сгорел при загадочных обстоятельствах. Свидетели видели дым, но когда пожарные добрались туда, нашли только фундамент и обугленные бревна. Следствие установило причиной возгорания короткое замыкание, хотя в доме не было электричества уже много лет. Теперь на месте того дома только каменное основание, заросшее бурьяном, и местные жители обходят его стороной. Говорят, что иногда, в туманные осенние ночи, там появляется свет в окнах, хотя окон давно нет. Говорят, что тот, кто поднимется туда один и проведет ночь, увидит то же, что видел Айтматов — хронологию будущего, развернутую как карта, со всеми поворотными точками и неизбежными концами. Но никто из местных не проверял эту легенду, потому что существует и другое поверье. Тот, кто увидит будущее до срока, лишится способности жить в настоящем. Станет как манкурт наоборот, будет помнить все, что должно случиться, но забудет, как жить здесь и сейчас. А это, по мнению горцев, страшнее, чем не знать ничего. Айтматов знал это. Он все равно поднимался в тот дом, раз за разом, словно выполнял какую-то обязанность, какой-то долг, который был выше страха и здравого смысла. Что он искал там, среди своих пророческих записей и карт несуществующего будущего? Лазейку? Способ предотвратить катастрофу? Или просто подтверждение того, что уже знал наверняка? Что некоторые вещи неизбежны, как смена времен года, как старость, как смерть. И если он нашел ответ, то почему выбрал молчание?
Можно ли было изменить то, что он увидел? Или правда в том, что сам факт видения делает увиденное реальным, и единственный способ избежать пророчества — это никогда его не произносить вслух? Вспомните последнего человека, которому вы доверяли полностью. Представьте, что этот человек знает о вас все: ваши страхи, ваши слабости, ваши самые темные секреты. Теперь представьте, что однажды утром вы просыпаетесь и понимаете: этот человек рассказал все остальным. Не из злобы, не из корысти, а из убеждения, что так надо. Из уверенности, что ваши секреты опасны не только для вас, но и для других. Что вы почувствуете? Именно это случилось с Айтматовым в последний год его жизни. Человек, которого он считал своим духовным наследником, человек, которому он доверил больше, чем собственной семье, предал его. Тихо, методично, с оправданиями, звучащими почти благородно. И это предательство, возможно, ускорило конец писателя больше, чем любая болезнь. Этого человека звали Талгат Малдалиев. Литературный критик, преподаватель Бишкекского университета, автор нескольких книг об Айтматове. Они познакомились в начале 2000-х, когда Малдалиев писал диссертацию о символизме в прозе писателя. Айтматов согласился на несколько интервью. Потом они начали переписываться, встречаться, и постепенно Малдалиев стал чем-то вроде неофициального секретаря по литературным вопросам. Он помогал отвечать на письма от читателей, готовил материалы для юбилейных изданий, консультировал режиссеров, которые хотели экранизировать произведения Айтматова. Писатель доверял ему. Доверял настолько, что в 2006 году показал черновики своих поздних размышлений о манкуртизации, те самые тексты, которые потом просил уничтожить. Малдалиев читал. Малдалиев восхищался. Малдалиев говорил, что это самое важное, что Айтматов написал за всю жизнь. И потом Малдалиев скопировал эти тексты. Он не считал это предательством. Позже, когда все выяснилось, Малдалиев будет объяснять свое решение так. Великий писатель терял рассудок из-за болезни, впадал в пессимизм и мистику, и если он сам готов был уничтожить свои лучшие работы, то долг литературоведа — сохранить их для потомков. Звучит убедительно. Звучит даже благородно. Но правда была в другом. Малдалиев хотел славы. Он видел себя человеком, который раскроет миру последнюю тайну Айтматова, опубликует посмертную книгу, которая перевернет все, что люди думали о писателе. Он представлял себе конференции, переводы, премии. Он думал о своей карьере, а не о том, что Айтматов имел право на молчание. В 2007 году, за год до смерти писателя, Малдалиев начал тихо показывать копии этих черновиков избранным коллегам. В порядке научной дискуссии. Слухи поползли. Кто-то написал об этом в блоге. Статья попала в киргизскую прессу, потом в российскую. Заголовок гласил: «Айтматов предсказал конец киргизского народа». Когда Айтматов узнал об этом, он был в Брюсселе. Ему позвонил друг из Бишкека, прочитал выдержки из статьи по телефону. Люди, присутствовавшие при этом разговоре, говорили, что писатель буквально осел в кресле. Лицо стало серым. Он попросил оставить его одного. 3 дня он не выходил из комнаты, не ел, не отвечал на звонки. Когда, наконец, появился, выглядел так, словно постарел на 10 лет. Он попытался связаться с Малдалиевым, но тот не брал трубку. То ли из страха, то ли из упрямства. Тогда Айтматов написал письмо. Короткое, всего несколько строк. В нем он не ругался, не угрожал. Он просто писал: «Талгат, ты не понял самого главного. Некоторые слова нельзя произносить вслух не потому, что они неправда, а потому, что они делают правду неизбежной. Я молчал не из трусости. Я молчал из любви к народу, который еще мог бы найти другой путь. Ты отнял у них этот шанс». Малдалиев получил письмо, но не ответил. Вместо этого он дал интервью, в котором объяснял, что долг интеллигенции — говорить правду, какой бы горькой она ни была, что народ имеет право знать пророчество своего великого писателя. Он цитировал Айтматова против Айтматова, выдергивал фразы из контекста, строил аргументацию, звучащую логично для тех, кто не знал всей истории. Он был уверен, что прав. И эта уверенность, эта абсолютная убежденность в собственной правоте делала его предательство еще более болезненным для Айтматова.
потому что против злого умысла можно бороться, а против искренности, облеченной в форму заботы, бороться невозможно. Это как стрела Манкурта, пущенная в Найман-Ану. Сын убивал мать, искренне считая, что защищает хозяина. У него не было злого умысла. Это не делало стрелу менее смертельной. После этого письма Айтматов окончательно замолчал о пророчестве. Он перестал вести дневник, перестал записывать сны, перестал даже упоминать 2026 год в разговорах с близкими. Он замкнулся в себе, как моллюск в раковине, и те последние месяцы перед отъездом в Германию провел в странной отрешенности. Словно уже не здесь, словно душа его покинула тело раньше, чем остановилось сердце. Асан Джумабаев говорит, что в последний раз видел в глазах учителя что-то живое за неделю до отъезда, когда Айтматов вручил ему тот самый ключ. В тот момент старик вдруг вернулся. Ненадолго, на несколько минут. Сжал руку ассистента и прошептал последнее наставление. «Если откроешь сундук и найдешь там то, что я оставил, помни одно. Пророчество сбывается только тогда, когда в него верят все. Один человек, который не верит, может разорвать цепь». Потом отпустил руку, и взгляд снова стал пустым. Это были последние слова Чингиза Айтматова о тайне, которую он унес с собой в могилу. Что происходило с телом Чингиза Айтматова в последние 5 лет его жизни? Личный врач писателя в последние месяцы жизни, немецкий кардиолог доктор Клаус Мюллер, работавший в клинике Нюрнберга, где лечился Айтматов, хранил молчание долгие годы, до тех пор, пока в 2021 году не получил письмо от неизвестного отправителя с просьбой рассказать правду, пока не поздно. Письмо было написано на киргизском языке, который доктор не понимал, но приложенный перевод гласил: «Учитель умер, но его слова живы. Вы видели последние дни. Расскажите, как умирает пророк, который видел слишком много». Доктор Мюллер согласился встретиться, но только при условии полной анонимности. Он боялся не юридических последствий, а чего-то другого, чего не мог объяснить рационально. То, что он рассказал, заставляет по-новому взглянуть на последние месяцы жизни великого писателя и понять. Айтматов не просто умирал от болезни. Он буквально сгорал изнутри, как свеча, которая отдает последний свет перед тем, как погаснуть навсегда. Медицинская карта Айтматова показывает странную закономерность. Его физическое состояние ухудшалось не постепенно, как это обычно бывает при хронических заболеваниях, а скачками, резкими провалами после определенных дат. Что именно происходило с телом писателя? Врачи не понимали. Но закономерность была очевидна. Каждый кризис совпадал с политическими потрясениями на родине. Первый провал случился в ноябре 2005 года, сразу после первого киргизского переворота, когда президент Акаев бежал из страны, а Бишкек охватили беспорядки. Айтматов тогда находился в Брюсселе, физически был далеко от событий, но доктора зафиксировали внезапное повышение давления до критических значений, тахикардию и состояние, которое описали как «острый психосоматический кризис». Писатель пролежал 3 дня в постели, отказываясь от еды, бормоча что-то по-киргизски во сне. Когда кризис прошел, он выглядел так, словно за эти 3 дня потерял 10 килограммов, хотя весы показывали прежние цифры. Лицо осунулось, глаза провалились, кожа приобрела сероватый оттенок, который больше не исчезал полностью. Доктор Мюллер тогда предположил начало почечной недостаточности, но анализы были в норме. Тело Айтматова разрушалось по законам, которые медицина не понимала. Второй провал случился в марте 2007 года, когда Айтматов вернулся из той самой последней поездки к могиле Акына на Иссык-Куле, где приложил ухо к земле и услышал пустоту. После этой поездки у него началась необъяснимая лихорадка. Температура поднималась каждую ночь до 39 градусов, держалась несколько часов, потом спадала к утру. По воспоминаниям доктора Мюллера, врачи искали инфекцию, проверяли кровь на все возможные патогены, делали биопсии — ничего. Тело горело изнутри без видимой причины, словно какой-то внутренний огонь пожирал его. Айтматов в бреду говорил о манкуртах, о верблюжьей шкуре, стягивающей череп, о невыносимой боли в голове,
хотя томография не показывала никаких отклонений. Он кричал по ночам, что волосы врастают в кожу, что память вытекает через трещины в черепе, что он забывает имена своих предков. Медсестры вызывали психиатра, но когда тот приходил утром, Айтматов был спокоен, рационален, вежлив и категорически отрицал, что кричал ночью. Жена подтверждала — кричал. Доктор Мюллер записал в карте: пациент демонстрирует признаки диссоциативного расстройства, возможно, связанного с культурно-специфическими страхами. Но сам доктор не верил в собственный диагноз. Третий и последний провал начался в апреле 2008 года и уже не остановился. Необратимое скольжение к концу. Почки отказывали, печень увеличивалась, сердце давало сбои. Но самым странным было состояние кожи. Она стала тонкой, почти прозрачной, словно изношенная ткань, готовая порваться от малейшего прикосновения. Доктор Мюллер видел такое только у глубоких стариков за 90. Но Айтматову было всего 79, и еще 5 лет назад он выглядел крепким человеком. Теперь же его тело напоминало пергамент, натянутый на хрупкий каркас костей. Вены проступали синими линиями, как надписи на древней карте. Ногти слоились и крошились, волосы выпадали клоками, а те, что оставались, стали белыми, как снег. Не седыми, а именно белыми, лишенными всякого пигмента. Глаза потеряли блеск, зрачки расширились, взгляд стал странным, отрешенным и одновременно пронзительным, как у слепого провидца из древних легенд. Айтматов больше не походил на человека, который уходит в старость естественным путем. Он походил на того, кто видел нечто запретное и платил за это зрение собственной плотью. В архивах немецкой клиники существует список лекарств, заказанных для Айтматова за последние 3 месяца жизни. И этот список раскрывает болезнь, которую писатель скрывал от всех, включая семью. Помимо стандартных препаратов для поддержания почек и сердца, там значатся психотропные средства тяжелого класса. Антипсихотики последнего поколения, используемые при острых галлюцинациях и бредовых состояниях. Транквилизаторы для купирования панических атак. Снотворные, которые применяют только в психиатрических стационарах. Дозировки были высокими. Слишком высокими для обычного психологического дискомфорта, о котором говорили врачи публично. Это были дозировки для человека, балансирующего на грани полного психического разрушения. Но самое странное, в записях медсестер отмечалось, что Айтматов часто отказывался принимать эти препараты, прятал таблетки под языком, выплевывал их, когда медперсонал выходил из палаты. Он хотел оставаться в ясном сознании, хотел видеть до конца, даже если это видение разрывало его изнутри. За 3 дня до смерти, когда состояние стало критическим и врачи настояли на внутривенном введении седативных, Айтматов умолял на ломаном немецком: «Не закрывайте глаза. Мне нужно увидеть последнее». Доктор Мюллер не понял тогда, что он имел в виду. Понял только позже, когда узнал о пророчестве и о дате — 2026 год. Айтматов хотел дожить до конца видения, до последней сцены в цепи событий, которые открывались ему во снах и наяву. Он не успел. Существует фотография Айтматова, сделанная за 2 дня до смерти, которую семья запретила публиковать. На ней писатель сидит в больничной постели, опираясь на подушки, и смотрит прямо в камеру. Тот, кто видел эту фотографию, а их было всего несколько человек, говорят, что забыть этот взгляд невозможно. Это не взгляд умирающего человека, смирившегося с концом. Это взгляд того, кто знает страшную тайну и хочет ее передать, но не может, потому что слова бессильны. В глазах Айтматова на этой фотографии читается такая боль, такое отчаяние, что люди, державшие снимок в руках, признавались. Их начинало физически тошнить, как будто боль писателя передавалась через изображение. Один человек, увидевший фото, описал свои ощущения так: «Я понял, что смотрю на человека, который видел конец своего народа и не смог этого предотвратить. Я увидел вину, которая тяжелее любой болезни». Фотография хранилась у вдовы Айтматова, но после ее смерти в 2020 году след снимка потерялся.
Семья утверждает, что уничтожила его по завещанию Марии Урматовны, но некоторые уверены, что копия существует где-то в частном архиве и однажды всплывет. Когда? Возможно, в 2026 году, когда правда, от которой Айтматов хотел уберечь свой народ, станет очевидна для всех. За 80 лет жизни Чингис Айтматов написал 23 произведения — романы, повести, рассказы, которые перевели на 150 языков мира. Но существует 24-й текст, о котором почти никто не знает. Рукопись объемом 300 страниц, написанная в последние месяцы жизни, когда пальцы уже едва держали ручку. Этот текст не был автобиографией, не был романом, не был философским эссе. Это была инструкция, подробная, методичная, почти техническая инструкция о том, как нации избежать превращения в манкуртов. Айтматов разделил ее на 12 глав по числу месяцев в году, и каждая глава описывала один аспект национального выживания — язык, память, традиции, земля, семья, образование, культура, религия, экономика, государственность, международные связи, духовное наследие. Он писал с отчаянием человека, которому осталось мало времени и который пытается передать самое главное. Он писал как врач, оставляющий рецепт для больного, которого не увидит снова. Он писал как отец, дающий последние наставления детям перед долгой дорогой. И он писал шифром. Рукопись была написана на 3 языках одновременно — киргизском, русском и странном гибриде, который сам Айтматов назвал «языком предков», смеси древнетюркских слов, киргизских пословиц и символов, значение которых знали только старые акыны. Прочитать текст целиком мог только тот, кто свободно владел всеми 3 системами и понимал контекст каждого символа. Это была намеренная защита. Айтматов боялся, что инструкция попадет не в те руки, будет использована неправильно или, что еще хуже, публикация вызовет панику раньше времени. Он оставил эту рукопись Асану Джумабаеву со строгим указанием передать ее только тогда, когда знаки станут очевидны всем, когда молчание будет преступлением, а не милосердием. Асан хранил рукопись вместе с ключом от сундука. 2 завещания учителя, 2 груза, которые давили на плечи тяжелее любого камня. Он пытался читать инструкцию несколько раз, но каждый раз бросал на середине. Текст был настолько насыщен болью, настолько пропитан отчаянием, что продолжать чтение становилось физически невыносимо. Асан говорит, что слова Айтматова жгли глаза, как будто сама бумага излучала какое-то ядовитое тепло. В 2015 году Асан решился показать рукопись одному человеку — старому акыну, тому самому, который последним навещал Айтматова в Брюсселе. Встреча произошла в горном ауле, вдали от любопытных глаз. Акын читал 3 дня подряд, не отрываясь, не ел, почти не спал. Когда закончил, руки у него тряслись. Лицо было мокрым от слез. Он сказал только одно. Учитель видел все. Каждую ступень падения. Каждую трещину, через которую утечет душа народа. Он даже оставил способы остановить это. Но я не уверен, что мы еще можем. Асан спросил прямо. Значит, Киргизия действительно исчезнет к 2026 году? Акын посмотрел на него долгим взглядом и ответил уклончиво. Исчезнуть можно по-разному. Можно стереться с карты, а можно остаться на карте, но потерять все, что делает тебя собой. Айтматов боялся второго больше, чем первого. Потому что если страну захватывают враги, народ сопротивляется. А если народ добровольно забывает себя, против этого нет оружия. После той встречи Акын исчез. Асан пытался найти его, но в ауле сказали, что старик ушел в горы и не вернется до определенного срока. До какого? Никто не уточнял, но Асан понял. До 2026 года. Старик ждет, как ждут исполнения пророчества, которое нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть раньше времени. В архивах Министерства культуры Киргизии существует странный документ — опись личных вещей Чингиза Айтматова, переданных семьей государству после его смерти для создания музейной экспозиции. В описи значится 623 предмета — книги,
Рукописи, письма, награды, личные вещи. Но когда музейные работники начали распаковывать ящики, обнаружили только 622 предмета. Один отсутствовал. Какой именно, опись не уточняла. Там была только строчка. Документ номер 407. Конверт с грифом «Секретно». Семья утверждала, что передала все по списку, никаких конвертов не прятала. Министерские чиновники провели внутреннее расследование, ничего не нашли, закрыли дело как техническую ошибку описи. Но люди, работавшие тогда в музее, шептались. Конверт существовал, его видели в момент приемки, и в нем лежало нечто, что сочли слишком опасным для публичного хранения. Что именно, никто не знал наверняка, но версии ходили самые мрачные. От предсмертного письма Айтматова к народу до карты с точными датами ключевых событий, ведущих к концу. Документ номер 407 исчез так же бесследно, как исчезали все остальные следы последней тайны писателя. Почему важно, что в архивах исчезли именно 300 страниц? Потому что это не случайное число. В киргизской нумерологии, которую Айтматов изучал в последние годы жизни, число 300 означает полный цикл трансформации. Количество дней, за которое старое полностью умирает и рождается новое. 300 страниц инструкции по спасению нации — это не просто объем текста, это символ. Один день на одну страницу. Один шаг к возрождению или один шаг к пропасти, в зависимости от того, какой выбор делается. Айтматов был не только писателем. Он был глубоко суеверным человеком, верившим в силу символов и чисел. Он не стал бы писать 300 страниц случайно. Он закодировал в самой структуре текста послания. У нации есть 300 дней, чтобы измениться. 300 шагов от точки невозврата до последнего шанса. Но когда начинается отсчет этих 300 дней, никто не знает. Возможно, отсчет начался в день смерти Айтматова, 10 июня 2008 года. Тогда 300 дней закончились где-то в апреле 2009, когда в Киргизии не произошло ничего заметного. Или, может быть, отсчет начнется в какой-то будущий момент. Момент, когда все знаки совпадут, когда старый Акын вернется из гор, когда рукопись, наконец, будет опубликована. И тогда у народа будет ровно 300 дней, чтобы выбрать свою судьбу. В архивах также исчезли медицинские записи последних 3 недель жизни Айтматова. Официально они были изъяты по запросу семьи для защиты частной жизни умершего, что является стандартной процедурой. Но доктор Мюллер утверждает, что запроса от семьи не было. Документы забрали люди в темных костюмах, представившиеся сотрудниками киргизского посольства, через 2 дня после смерти писателя, когда тело еще не было перевезено на родину. Они пришли с официальными бумагами, с печатями, все выглядело законно. Доктор не стал препятствовать, ему казалось это обычной бюрократической процедурой. Только позже, когда начали всплывать странности вокруг наследия Айтматова, он понял. Те люди забрали не просто медицинские записи. Они забрали доказательства того, что происходило с писателем в последние дни. В тех записях были зафиксированы его слова в бреду, его ночные видения, его крики о манкуртах и пророчествах. Были описаны его отказы от лекарств, его отчаянные попытки остаться в сознании до последнего. Были записаны даты, которые он выкрикивал во сне. 2010, 2020, 2026. Были зафиксированы его последние связные слова перед финальным погружением в кому. Найман Анна тоже думала, что ее сын вспомнит. Все это исчезло в тот день. И теперь существует только в памяти немецкого врача, который боится рассказывать об этом в полный голос, потому что понимает. Тот, кто изъял документы, не хотел, чтобы мир узнал правду о последних днях пророка. Кому было выгодно стереть эти следы? Кому мешала правда о том, что великий писатель в конце жизни превратился в пророка, предсказавшего конец своей нации? Ответ лежит не в плоскости культуры или литературы, а в плоскости власти и денег. Там, где всегда лежат настоящие ответы, когда речь идет о манипуляции исторической памятью. После смерти Айтматова один человек получил контроль не только над литературным наследием, но и над архивами, над правом решать, что публиковать, а что держать закрытым. Этот человек, назовем его Н,
Не был родственником писателя, не был его учеником, не был даже особенно близким другом. Он был политиком новой формации, представителем того поколения киргизских элит, для которых национальная идентичность была пережитком прошлого, а будущее виделось в прагматичной интеграции с глобальными игроками — Китаем, Россией, западными корпорациями. Для Н образ Айтматова-классика был полезен. Можно печатать портреты на деньгах, называть улицы и университеты его именем, устраивать торжественные юбилеи. Это хорошо для имиджа страны, для привлечения туристов, для культурной дипломатии. Но Айтматов пророк, Айтматов, предупреждавший о манкуртизации и национальной катастрофе, был опасен. Он мог стать знаменем протеста, символом сопротивления той самой политике, которую проводил Н и его единомышленники. Поэтому архивы закрыли. Поэтому дневники бесследно исчезли. А рукопись на 300 страниц? Ее тоже никто не увидит. Н принадлежал к узкому кругу людей, которые после 2 киргизских революций в 2005 и 2010 годах оказались у руля власти и бизнеса одновременно. Эти люди контролировали золотые рудники, торговые сети, банки, СМИ. И они были заинтересованы в стабильности той системы, которая позволяла им богатеть. Для этой стабильности нужна была предсказуемая, послушная, не слишком задумывающаяся нация. Нация, которая больше заботится о выживании, чем о вопросах идентичности и исторической справедливости. Айтматов-пророк угрожал этой системе, потому что его слова могли разбудить то, что элиты хотели держать спящим. Чувство национального достоинства, память о корнях, желание сопротивляться растворению в чужих проектах. Н понимал это лучше других. Он был умен, расчетлив, холоден. Он не уничтожал наследие Айтматова, он кастрировал его, оставляя безопасные части и пряча опасные. Он превращал писателя-пророка в писателя-классика, живого тревожного голоса в мертвый памятник на постаменте. И он делал это методично, терпеливо, без грубой цензуры, которая вызвала бы скандал. Просто какие-то архивы терялись, какие-то документы не находились, какие-то рукописи оказывались в частных коллекциях, недоступных для исследователей. Система работала тихо, почти незаметно, как медленный яд. Но существовала и другая выгода, экономическая, еще более циничная. После смерти Айтматова права на экранизацию его произведений, на издание собраний сочинений, на использование образа писателя в коммерческих целях оценивались в десятки миллионов долларов. Н, контролируя наследие через своих людей в специально созданном фонде, получал процент от каждой сделки. Это был бизнес, прикрытый культурой. И для этого бизнеса Айтматов-классик стоил дорого, а Айтматов-пророк не стоил ничего. Более того, обесценивал бренд. Делал его токсичным для инвесторов. Кто захочет вкладываться в экранизацию, если автор предсказывал конец нации? Кто захочет покупать права на переводы, если писатель оставил пророчество о катастрофе? Н думал категориями рынка, и рынок требовал безопасного, предсказуемого, мертвого Айтматова. Живой, беспокойный, пророчествующий Айтматов был убыточным активом. Вот настоящая причина, по которой последняя воля писателя была погребена вместе с ним. 3 человека пытались сопротивляться этой системе. Литературовед Алмаз Эсенбаев требовал открыть архивы для исследователей, писал петиции, давал интервью, в которых обвинял фонд в сокрытии истины. В 2016 году он потерял должность в Бишкекском университете, официально из-за сокращения штата, но все знали настоящую причину. Переводчица Гульнара Токтагулова пыталась найти иностранных издателей, готовых опубликовать запрещенные тексты Айтматова, если удастся их раздобыть. В 2017 году в ее квартире произошел пожар, уничтоживший личный архив, включая копии переписки с писателем. Пожарные установили причину — неисправная проводка. Гульнара уехала в Казахстан и больше не возвращалась. 10 июня 2008 года началось как обычное утро в клинике Нюрнберга. Чингис Айтматов проснулся рано, как отметила дежурная медсестра Ингрид Шмидт в журнале наблюдений. Он попросил открыть окно,
Хотя утро было прохладным, сказал, что хочет почувствовать ветер, даже если это не тот ветер, что дует в горах Алатоо. Отказался от завтрака, попросил только бумагу и ручку. Медсестра принесла блокнот, но рука писателя дрожала так сильно, что он не смог написать ни строчки. Только поставил несколько волнистых линий, которые могли быть буквами, а могли быть просто судорогами умирающих пальцев. Он не знал, что через 14 часов его жизнь оборвется. Или знал. Доктор Мюллер, зайдя в палату около 7 утра, заметил странное выражение на лице пациента. Не страх, не печаль, а какое-то спокойное ожидание, словно человек готовился к давно назначенной встрече. Айтматов попросил доктора сесть рядом, взял его за руку и сказал тихо по-русски: «Скажите жене, что я видел до конца. Пусть она передаст тем, кто поймет». Доктор кивнул, не понимая, о чем речь, решив, что это бред. Но голос Айтматова был ясным, взгляд осмысленным. Это не было помутнение сознания. Это было последнее послание человека, который закончил смотреть фильм своей жизни и теперь готов уйти. В 9 часов к нему пришла жена Мария. Она села на край постели, взяла его руку в свои ладони, и они молчали долго, просто глядя друг на друга. Потом Айтматов попросил ее спеть старую киргизскую песню, которую пела его мать, когда он был ребенком. Мария запела тихо, дрожащим голосом, и медсестры в коридоре слышали эту печальную мелодию, не понимая слов, но чувствуя, что это прощание. Когда песня закончилась, Айтматов закрыл глаза и прошептал: «Найман Ана тоже пела своему сыну». Но Манкурт не вспомнил. Мария не поняла, что он имел в виду. Она думала, это лихорадка, блуждание ума на грани забытья. Только много позже, читая его роман снова и снова, она поймет. Муж до последнего часа думал о легенде, которую создал, о пророчестве, которое не успел довести до конца. В полдень состояние резко ухудшилось. Давление упало, дыхание стало прерывистым, сердце билось неровно, с долгими паузами между ударами. Врачи пытались стабилизировать, вводили препараты, подключили аппараты. Айтматов то терял сознание, то возвращался. И в эти краткие моменты ясности говорил обрывками фраз, которые медперсонал записывал в карту, не придавая значения. 2026. Последний. Не успел предупредить. Ключ у Асана. Сундук в Шекере. 300 дней. Если начнут сейчас. Может быть. Слова терялись в хрипах, смысл ускользал, но интонация была отчаянной, словно тонущий пытается крикнуть последнее предупреждение тем, кто остается на берегу. В 16 часов 30 минут его сердце остановилось в первый раз. Врачи запустили реанимацию, через 2 минуты сердце забилось снова. Айтматов открыл глаза, посмотрел прямо на доктора Мюллера и произнес одну фразу по-немецки, очень отчетливо. «Ich habe das Ende gesehen. Es kommt». Я видел конец. Он придет. Потом сердце остановилось во второй раз. На этот раз врачи боролись 15 минут, но безуспешно. В 17:02 минуты 10 июня 2008 года Чингис Айтматов покинул этот мир. На прикроватном столике лежал блокнот с волнистыми линиями, которые так и не стали буквами. Медсестра Ингрид, закрывая глаза покойному, заметила, что на его лице застыло странное выражение. Не покой, а скорее облегчение человека, сбросившего непосильную ношу. Что он видел в последние секунды? Предков, встречающих его в загробном мире? Или последнюю сцену пророчества? Киргизию 2026 года, превратившуюся в то, о чем он предупреждал всю жизнь. После смерти Айтматова начали происходить события, которые в отдельности казались случайными, но вместе складывались в тревожный узор. В течение года исчезли ключевые свидетели и хранители его последней тайны. Не все, но достаточно, чтобы нить памяти истончилась почти до разрыва. Талгат Малдалиев умер через 8 месяцев. «Инсульт», — сказали врачи. Ему было 52 года. Друзья шептались об анонимном письме с угрозами, которое он получил за неделю до смерти.
Требовали вернуть копии рукописей Айтматова. Он не послушался, продолжал искать издателей за границей. Через 3 дня после контакта с немецким издательством его нашли мертвым. Следствие закрыли быстро. Естественная смерть — случай нередкий. Но люди, знавшие Молдалиева, говорили, он заплатил за предательство не сразу, но неизбежно. В мае 2009 года пропал без вести старый Акын, последним навестивший Айтматова в Брюсселе и прочитавший его 300-страничную инструкцию по спасению нации. Он ушел в горы, как обещал, и не вернулся. Поисковая группа нашла только его традиционный войлочный колпак у подножия одного из перевалов. Больше никаких следов. Местные жители утверждали, что Акын знал эти горы как собственный дом и не мог заблудиться или сорваться. Говорили, что он встретил там то, что искал, или то, что искало его. Существует поверье среди киргизских горцев. Когда человек узнает слишком много о будущем, духи предков забирают его раньше срока, чтобы он не нарушил равновесие времени. Акын знал пророчество целиком, понимал все символы, мог расшифровать все послания Айтматова. С его исчезновением последний ключ к полному прочтению инструкции был утерян. Асану Джумабаеву оставалось только гадать, что означали некоторые загадочные фразы в рукописи, написанные на языке предков. Дальний родственник писателя замолчал после ареста сына по сфабрикованному обвинению. Обвинение сняли через месяц, но семья отозвала иск, перестала давать интервью, ушла в тень. Переводчица Гульнара Токтагулова больше не возвращалась в Киргизию. Близкие говорили, она видела достаточно, чтобы понять. Есть вещи, о которых лучше молчать, если хочешь жить спокойно. Литературовед Алмаз Эсенбаев нашел работу школьным учителем в отдаленном ауле и больше не занимался исследованиями Айтматова. Когда его спрашивали, почему, он уклончиво отвечал: «Я понял, что некоторые загадки не для того, чтобы их разгадывать. Они для того, чтобы напоминать нам о границах, которые нельзя переступать». Круг хранителей последней тайны Айтматова сжимался методично, почти незаметно для посторонних, но очевидно для тех, кто понимал закономерность. Один за другим люди, знавшие слишком много, либо исчезали, либо замолкали, либо умирали. И каждый раз находилось рациональное объяснение. Болезнь, несчастный случай, добровольное решение уйти в тень. Но совокупность этих объяснений рисовала картину чего-то большего — системного устранения памяти, тихой зачистки следов, которая не оставляла прямых улик, но работала безотказно. К 2010 году, когда в Киргизии произошел второй кровавый переворот и страна на несколько месяцев погрузилась в хаос, последние попытки опубликовать запрещенные тексты Айтматова прекратились. Новая власть объявила о культурной перезагрузке и реформе музеев, и в этой суматохе несколько ящиков с документами из фонда Айтматова просто исчезли при перевозке. Официально их списали как утраченные в результате беспорядков. Неофициально все понимали, кто-то очень заинтересованный воспользовался моментом, чтобы окончательно стереть следы пророчества. Остался только один человек, хранящий последние осколки тайны — Асан Джумабаев с его ключом от сундука и с рукописью на 300 страниц. Он живет тихо, почти незаметно, на окраине Бишкека, работает переводчиком, избегает публичности. Он носит ключ на шее под рубашкой, как амулет или как проклятие, сам не знает точно. Он перечитывает рукопись учителя раз в год, в день смерти Айтматова, и каждый раз понимает все больше. И каждый раз страх становится сильнее. Потому что знаки, о которых говорил Айтматов, сбываются один за другим. Молодежь действительно забывает имена предков. Киргизский язык действительно вытесняется русским и английским даже в деревнях. История народа действительно превращается в товар для туристов, очищенный от боли и правды. Страна физически существует на карте, но что-то важное в ней умирает. Медленно, почти незаметно, как угасает свеча, когда кончается воск. Асан все чаще думает о сундуке в доме-музее в Шекере, о том, что может лежать под половицей старой комнаты. Он все чаще смотрит на календарь, считая дни до 2026 года. Осталось совсем немного. Что он найдет, когда наконец решится использовать ключ? Ответ, который спасет?
Или приговор, от которого спасения нет? Но правду о последних часах Айтматова знал еще один человек. И этот человек предал ее самым изощренным способом, каким только может предать близкий друг. Не из злобы, не из корысти, а из искренней убежденности, что поступает правильно. Доктор Клаус Мюллер после смерти писателя получил предложение, от которого трудно было отказаться. К нему пришли люди в темных костюмах, представившиеся юристами фонда Айтматова, и попросили проконсультировать по вопросу медицинских записей последних недель жизни писателя. Они объяснили, что семья хочет защитить частную жизнь умершего от любопытства журналистов, что некоторые детали могут быть использованы недобросовестно, что в интересах памяти великого человека лучше ограничить доступ к медицинским документам. Звучало разумно, почти заботливо. Доктор Мюллер, немец до мозга костей, воспитанный в уважении к частной жизни и врачебной тайне, согласился подписать документ о неразглашении. Но потом люди попросили большего. Они попросили передать оригиналы записей для архива семьи, как они объяснили. Доктор заколебался, но они показали официальные бумаги с печатями киргизского посольства, с подписями, которые выглядели легитимно. Они пообещали, что документы будут храниться в безопасности и когда-нибудь, через много лет, станут доступны исследователям. Они даже предложили компенсацию за консультационные услуги, скромную сумму, которая не выглядела взяткой, скорее знаком благодарности. Доктор Мюллер подумал, взвесил все аргументы и решил, что не имеет права отказывать семье умершего пациента. Он передал документы. Только через несколько лет, когда начали всплывать странности вокруг наследия Айтматова, он понял — его обманули. Люди в темных костюмах не представляли семью. Они представляли тех, кому было выгодно, чтобы последние слова писателя никогда не стали достоянием публики. Доктор пытался исправить ошибку. В 2015 году он написал письмо вдове Айтматова, объяснил, что произошло, попросил прощения. Мария Урматовна ответила коротко: «Вы сделали то, что считали правильным. Мы все сделали». Но правда в том, что Чингис хотел, чтобы его последние слова были услышаны. И мы все, каждый по-своему, помешали этому. Она не винила доктора, но в ее словах читалась горечь, которая острее любого обвинения. После этого письма доктор Мюллер замолчал на долгие годы, до того самого дня, когда получил анонимное послание с просьбой рассказать правду. Он понял тогда: молчание не защищает никого, оно только помогает тем, кто заинтересован в забвении. Он дал интервью, но только после того, как Мария Урматовна умерла. Не хотел причинять ей боль при жизни. В интервью он рассказал все: о странных визитерах, о давлении, о том, как отдал документы, о том, как потом понял, что стал инструментом чужой воли. Он закончил словами, которые звучали как запоздалое раскаяние. «Я врач. Моя работа — спасать жизни. Но в случае Айтматова я не спас главное — его последнее послание. И теперь оно потеряно, и мы никогда не узнаем, что он хотел сказать миру в последние часы». Но доктор ошибался. Послание не было потеряно полностью, только спрятано так глубоко, что найти его могли лишь те, кто знал, где искать. Асан Джумабаев хранил рукопись, ключ к сундуку и еще одну вещь, о которой не знал никто, кроме него самого. Аудиозапись последнего разговора с учителем, сделанную на старый диктофон за неделю до отъезда Айтматова в Германию. Асан не говорил об этой записи даже близким, потому что учитель попросил хранить ее до особого момента. Момента, когда знаки совпадут, и молчание станет преступлением. На той записи голос Айтматова, слабый, прерывающийся, но ясный, произносит фразы, которые объясняют все пророчество целиком. Там названы даты, события, имена тех, кто будет участвовать в манкуртизации страны. Там описан механизм, как целая нация может добровольно отказаться от своей идентичности, не понимая, что делает. И там же, в самом конце, Айтматов говорит о последней надежде, о 300 днях, которые начнутся когда-то между его смертью и 2026 годом, когда все еще можно будет изменить, если кто-то осмелится разорвать цепь молчания. Асан слушал эту запись только один раз.
сразу после смерти учителя, и больше не решался включать ее. Он хранит диктофон в старом железном сейфе, спрятанном под половицей в собственной квартире, рядом с рукописью и ключом. 3 предмета, 3 части одной тайны. Иногда ночью, когда не спится, он сидит на полу возле половицы и думает, что если все это ошибка? Что если Айтматов действительно терял рассудок в конце, и пророчество — просто плод больного воображения? Но потом он смотрит в окно на ночной Бишкек, слышит, как молодежь на улице разговаривает по-русски, не зная киргизских слов для самых простых понятий. Видит рекламные щиты на китайском языке, которых становится все больше. Читает новости о том, как закрывают школы с преподаванием на родном языке, и понимает, учитель не ошибался. Он видел правду. И эта правда медленно, неумолимо, почти незаметно для тех, кто живет внутри процесса, превращается в реальность. Манкурты не рождаются от одного удара. Они становятся ими постепенно, забывая по одному слову в день, по одному имени в неделю, по одной традиции в год, пока в один прекрасный момент не обнаруживают, что не помнят, кем были раньше. В июне 2020 года, когда Мария Урматовна умерла от старости в возрасте 78 лет, Асан пришел на ее похороны и услышал разговор, который заставил его содрогнуться. 2 дальних родственников писателя, молодых людей около 30 лет, стояли у гроба и обсуждали, продавать ли дом-музей в Шекере какому-то застройщику, который предлагал хорошую цену. «Там все равно никто не ходит», — говорил один. «Зачем держать пустое здание? Лучше продать, пока можем получить хорошие деньги». Второй соглашался. «Дед был великим писателем, но это прошлое. Нам нужно думать о будущем, о практической пользе». Асан слушал и чувствовал, как холод разливается по телу. Вот они, манкурты новой эпохи. Не злые, не глупые, просто не помнящие, почему нельзя продавать дом, где умер великий учитель, где под половицей старой комнаты спрятан сундук с последней тайной. Для них это просто недвижимость, актив, товар. Память о предке не стоит ничего по сравнению с деньгами, которые можно получить здесь и сейчас. Асан подошел к ним, попытался объяснить, что дом нельзя продавать, что там хранится нечто важное. Они посмотрели на него снисходительно, как смотрят на сентиментального старика, живущего прошлым. Не стали спорить, просто вежливо кивнули и продолжили свой разговор. Асан понял тогда. Время почти истекло. Скоро дом продадут, снесут, построят на его месте торговый центр или жилой комплекс, и сундук под половицей либо найдут рабочие и выбросят, не понимая ценности, либо закопают под бетонным фундаментом навсегда. 300 дней, о которых говорил Айтматов, возможно, уже начались. Или вот-вот начнутся. И Асан должен решить, продолжать молчать или, наконец, разорвать цепь. За 9 лет исчезли не только документы и свидетели. Исчезло само ощущение, что тайна вообще существует. В январе 2023 года, когда неизвестный отправитель разместил в интернете фрагменты якобы из запрещенных дневников Айтматова, общественная реакция была странной. Не возмущение, не требование открыть архивы, не поиски правды, а равнодушие, смешанное с усмешками. «Очередная конспирология», — писали в комментариях. «Кому вообще интересен писатель, умерший 15 лет назад? Лучше бы занялись реальными проблемами, коррупцией, безработицей, а не выдуманными пророчествами». Фрагменты исчезли из сети через 2 дня, но не из-за цензуры. Их просто никто не сохранил. Никто не посчитал важными. Это был самый страшный знак для Асана. Не то, что правду скрывают, а то, что людям она больше не нужна. Это и есть финальная стадия манкуртизации, когда народ добровольно отказывается от памяти, потому что она мешает жить удобно, мешает адаптироваться, мешает быть современными и прагматичными. Айтматов предупреждал именно об этом. Самая страшная верблюжья шкура — та, которую надеваешь сам, не замечая, как она стягивает череп и вытесняет память. Сейчас, в 2025 году, Асан Джумабаев смотрит на календарь и понимает, до роковой даты осталось меньше года. Ему 68 лет, здоровье не то, что раньше.
Он чувствует, как время сжимается, как возможность для действия тает с каждым днем. Недавно он заметил странную вещь. На полях одной из страниц Айтматов нарисовал маленький символ — круг с точкой в центре, и написал рядом дату — март 2026. Асан не понимает, что это значит. Начало 300 дней? Или конец? Или что-то еще? Он знает только одно — до этой даты остается совсем немного времени. И он, последний хранитель, должен решить, что делать с истиной, которая может спасти народ или окончательно разрушить последнюю надежду. Но существует группа людей, которые не забыли. Маленькая, почти невидимая, разбросанная по разным городам и странам. Они не знают друг друга лично, никогда не встречались, не организованы в структуру. Их объединяет только одно. Они читали Айтматова не как литературу, а как пророчество. И они верят, что 2026 год не метафора, а настоящая граница, за которой что-то должно произойти с Киргизией. Некоторые из них — старики, помнящие советские времена, когда Айтматов был живым голосом народа. Некоторые — молодые исследователи, случайно наткнувшиеся на странности в биографии писателя и увлекшиеся поиском скрытых смыслов. Они общаются через закрытые форумы, обмениваются находками, собирают по крупицам осколки тайны. Они знают об Асане. Они догадываются о сундуке. Они ждут, когда он, наконец, решится открыть его и рассказать миру, что там. Но они также знают, что время работает против них. С каждым годом остается все меньше людей, способных прочитать тексты на языке предков, все меньше тех, кто понимает символы и коды, которыми пользовался Айтматов. Если Асан не откроет сундук в ближайшие годы, рукопись может стать нечитаемой для следующего поколения. Не физически, а культурно. Слова останутся, но смысл исчезнет, как исчезает смысл древних рун, когда умирает последний человек, знавший язык. Асан стареет. Детей у него нет, близких друзей почти не осталось. Он думал о том, чтобы просто положить ключ и рукопись в конверт, отправить в один из музеев с запиской «Вскрыть в 2026 году». Но он боится, что конверт потеряют или вскроют раньше времени, или уничтожат, как уничтожили столько других следов. Иногда он думает о том, чтобы самому поехать в Шекер, открыть сундук, посмотреть, что там, и потом решить. Но каждый раз что-то останавливает его. Страх? Уважение к последней воле учителя? Или понимание, что знание может оказаться невыносимым, что после того, как увидишь, что в сундуке, жизнь уже не будет прежней? Асан мечется между молчанием и откровением, между верностью учителю и долгом перед народом, и каждый прожитый день приближает момент, когда выбора не останется. Либо сундук откроют, либо навсегда потеряют то, что там скрыто. Что произошло с теми, кто остался после смерти Чингиза Айтматова? Его жена, Мария Урматовна, прожила еще 12 лет. Тихо, в окружении фотографий и воспоминаний, постепенно угасая от тоски по ушедшему мужу. Она хранила верность его памяти, защищала наследие как могла, но силы были неравными. Против системы, решившей стереть неудобную правду, одна вдова ничего не могла сделать. Она умерла в 2020 году, так и не узнав, сбудется ли пророчество мужа. Перед смертью она сказала дочери только одно: «Если в 2026 году Киргизия еще будет существовать как народ, а не как территория, значит, ваш отец ошибался». Но если он был прав... Она не закончила фразу. Не нужно было. Дочь поняла. Асан Джумабаев продолжает жить, хранить тайны, ждать знаков. Он все реже выходит из дома, все больше времени проводит за перечитыванием рукописи учителя, пытаясь понять последние загадки, которые до сих пор остаются непрозрачными. Он знает только одно — до роковой даты остается совсем немного времени. И он, последний хранитель, должен решить, что делать с истиной, которая может спасти народ или окончательно разрушить последнюю надежду. Литературовед Алмаз Асенбаев живет в отдаленном ауле, учит детей киргизскому языку и литературе. Он больше не пытается исследовать тайны Айтматова, но иногда на уроках рассказывает детям легенду о Манкурте, не ту, что в учебнике, а настоящую, со всей ее страшной силой. Дети слушают с широко открытыми глазами. Некоторые понимают,
большинство забудут через неделю. Но Алмаз продолжает рассказывать, потому что знает, если хотя бы один ребенок запомнит и задумается, это уже победа против забвения. Старый Акын исчез в горах и не вернулся. Но пастухи иногда говорят, что видят в отдаленных ущельях старика, сидящего у костра и поющего древние песни. Подойти к нему невозможно. Как только пытаешься приблизиться, он исчезает, словно мираж. Местные верят, что это дух Акына, который не может уйти до тех пор, пока пророчество Айтматова не сбудется или не будет опровергнуто. Он ждет 2026 года, чтобы узнать, был ли прав его учитель. Киргизия продолжает существовать на карте. Флаг развивается над зданием правительства в Бишкеке. Дети ходят в школы, взрослые работают, старики сидят на скамейках и обсуждают политику. Жизнь идет своим чередом, но под поверхностью обыденности что-то меняется неуловимо и необратимо. Язык становится беднее с каждым поколением. Традиции превращаются в фольклорные шоу для туристов. История упрощается до списка дат и имен, лишенных живого смысла. Молодежь уезжает в Россию, Казахстан, Турцию, и с каждым уехавшим в земле предков остается на одну память меньше. А в старом доме на окраине Бишкека, под половицей в маленькой комнате, лежат 3 предмета. Ржавый ключ, рукопись на 300 страниц и диктофон с последними словами великого писателя. Они ждут. Время сжимается. 2026 год приближается. Что произойдет, когда наступит март, обозначенный кругом с точкой в центре? Откроется ли сундук в Шекере? Услышит ли мир последнее пророчество Чингиза Айтматова? Или все это навсегда останется тайной, погребенной под слоями времени, равнодушия и забвения? Асан не знает ответа. Но каждое утро он просыпается с одной и той же мыслью. Еще один день ближе к концу. Еще один день, когда он может сделать выбор. Или не сделать.